Мамонты ожили в Якутии. Экспонат «Мамонт-робот» стал приятным сюрпризом для участников и гостей 7-го фестиваля косторезного искусства народов России. Его создал скульптор и таксидермист, организатор полюбившегося горожанам парка динозавров Александр Фазель. Ульяна Шагина познакомилась с новым обитателем парка. Не успел новый мамонт порадовать якутян, как сразу же исчез с территории Дома дружбы народов, где с веселым ревом встречал гостей и участников фестиваля косторезного искусства. Как оказалось, он переехал на свое постоянное теперь место обитания – в парк динозавров, который находится на Даргалахе. В силу обстоятельств мне пришлось свернуться очень рано, причем люди многие просили поставить еще. И в дальнейшем, конечно, возможно, я еще выйду и порадую гостей и жителей Якутска. В парке есть уже один мамонт, излитый из бетона. Ну а усовершенствованный 400-килограммовый мамонт теперь составит компанию не только ему, но и другим обитателям. Привычным нам животным сибирской тайги и животным юрского периода – динозаврам. В прошлом году здесь еще был огород, а ныне сейчас уже действующее, так скажем, поле для динозавров. Ну и в планах, естественно, разрастаться и разрастаться, пополнять дальнейший участок новыми экспонатами динозавров. Высота нового мамонта почти 3 метра. Он полностью покрыт шерстью, где-то искусственной, ну а где-то использована и настоящая шкура медведя. Бивень у мамонта из бумаги, использована техника папье-маше, ну а хобот у него механический, покрытый тканью и шерстью. Если рев мамонта воспроизводится при помощи магнитофона и колонок, движение пока приходится создавать вручную. Не успел, признается местный кулибин, но это ненадолго. И вот этот мамонт тоже занял около 2 недель. И причем механизмы, которые я полностью хотел в него вложить, то есть движения, которые я хотел задать изначально, они не все исполнились, не все реализовались. В дальнейшем, конечно, я его доведу до конца, либо этот экспонат, либо другой. 5-летняя дочка Александра, Катя, идет по стопам отца. Тоже увлекается изучением доисторических животных и, конечно же, является главным вдохновителем этого парка. Какое самое вот здесь вот твое любимое животное? Мамонт. Ледниковый период раньше жили. Мамонты, да? Угу. А про мамонтов ты вообще много читала? Да, много по мамонту читал. И кости находили времена на горе. Искали. Помимо доисторических животных из бетона, в парке огромное количество чучел животных. Волки, медведи, лось и дикий кабан. Помимо них в центре застыл в прыжке пещерный лев, сделанный из конской шкуры. И все это, конечно же, привлекает детей и их родителей. Узнали вот буквально сегодня и решили сразу приехать, так как действительно с ребенком ходить особо некуда. Значит, нам очень понравилось, особенно мамонт, который как живой. По словам самого скульптора, в планах не только расширение количества обитателей парка. Главная цель – отправиться в следующем году в независимую экспедицию, чтобы расширить имитированную здесь же в парке площадку с элементами археологического раскопа. Вот так вот просто природный талант и увлечение доисторическими животными превратились в одно из излюбленных мест юных горожан. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.